Здравствуйте, меня зовут Эльвина, я мастер спорта по игре Го. Давайте вместе с двумя моими учениками узнаем правила игры Го. Давайте сначала разберемся, за что же борются в игре Го. Денис сможет легко такие камушки съесть. Сколько территории находится под этим камушком? Вы сыграли партию в Го от начала до конца. Итак, Денис, Яна, мы с вами сегодня посмотрим тему разрезания. Узнаем новое для нас понятие. По-японски это называется кири. А когда у нас разрезание вот такое взаимное, это кири-тигай. У нас получается такая позиция, в которой непонятно, кто кого сейчас может съесть. Видите, и у белого 2 дыхания, и у черных 2 дыхания. Все в опасности. И очень важно, чей ход в этой позиции. И если ход у нас, то лучше всего не нападать на камень противника, а поставить усиление своего камня. Белый тоже усилил свой камень. И мы можем уже атаковать белый камень. И вот эта позиция у нас сейчас приведет к очень интересному приему в игре Го. Вообще в игре Го есть много интересных приемов, как поймать камушки противника. И сегодня мы узнаем прием под названием лесенка, по-японски сичо. Представьте себе, что это наш маленький колобок. Он лежит на подоконнике и остывает. Вот он лежал, остывал, и тут ему захотелось побежать мир посмотреть. И он побежал. Давайте попробуем убежать этим белым камушком. Он бежит, а навстречу ему... Кто там в колобке был навстречу? Назови. Зайчик. Это у нас будет зайчик. Говорит: колобок, колобок, я тебя съем. И действительно, смотри, следующим ходом он грозит съесть нашего колобка. Колобок говорит: не ешь меня, я тебе песенку спою. Спел песенку и дальше побежал. Давай, Яна теперь. А навстречу ему медведь. Медведь, хорошо. Что медведь говорит? Колобок, колобок, я тебя съем. А я пою: не ешь меня, я тебе песенку спою. И вот так каждый раз колобку навстречу попадались разные звери. Давай, навстречу ему уже лиса. Колобок говорит: не ешь меня, я тебе песенку спою. А лиса говорит: что-то, говорит, я стара стала, плохо слышу, прыгни ко мне на носок, спой еще разок. Колобок прыгнул, а лиса Съела. и съела его. Конечно, колобка могут поймать не всегда. Для того, чтобы колобок спасся, нужно, чтобы где-то на его дороге повстречался друг. Вот давайте я сейчас поставлю этого друга где-то на дорожке колобка, вот здесь. И я буду за черных вас ловить. Денис, давай будешь убегать. Хорошо? Да. Давай, Денис, беги. Посмотрим, убежит у нас колобок или не убежит. Так. Я каждый раз навстречу ставлю. Уйдет. Ну, наверное, лисы догоняют. Да, всякие звери. Нет, это... И лисичка напала. И беленький бежит, а я дальше нападаю. Но теперь уже этот ход не грозит съесть колобка, да? Потому что у нас есть 2 дыхания. Поэтому я сыграла сюда. А что ты этим ходом сделал? Расскажи. Разыграли 2 атари. Двойное атари. Ты напал и на этот камень, и на этот камень, да? Сразу 2 нападения сделал. Я спасу этот камень. Куда сыграешь? Я Сюда. сыграла. Я спасу этот камень. Найди еще двойное атари. Я сыграла вот сюда посередине. Я спасу этот камень. Так, Я съедает. съем. Посмотрите, что получилось. Если колобок убежал, то позиция черных начинает разрушаться. Поэтому эта позиция никогда не появляется на доске, она всегда появляется в нашей голове. И когда белый смотрит вот на эту позицию, если белый видит, что колобок убежать не может, то белый не бежит. Он ставит камень такой, который, может быть, поможет, да, белому колобку убежать. И если черный съест этот камень, то белый получит 2 хода здесь. Вот такой интересный прием. На этом все, детки. Вы молодцы. Вы просто у меня замечательно сегодня все сделали. На сегодня все.